Археологи Чувашского государственного института гуманитарных наук приступили к масштабным раскопкам в Чебоксарах на улице Константина Иванова. Работы развернули во дворе первой больницы имени Осипова. Исследования проводятся по договору с медучреждением в рамках хозяйственного освоения территории и имеют огромное научное значение. Любые раскопки в центре города – шанс найти что-то новое, раскрывающее еще одну страницу истории. Уже известно, что до строительства больницы на исследуемом участке располагалась жилая застройка, а именно питейный дом. Архивные материалы изучил мой коллега Дмитрий Ковалев. Найти в открытом доступе топографические фото и снимки из космоса этой местности сейчас не составит труда. Границы раскопок отмечены красным цветом. Скоро здесь построят новый забор, а пока историки продолжают свою работу. Объем 200 квадратных метров. Археологи работают бережно, как ювелиры, перебирая землю лопатами, специальными щетками и металлоискателями. Это место хранит в себе немало секретов. Если проводить раскопки по всей улице Константина Иванова и в ее окрестностях, можно найти большой массив предметов старины. Для такого количества экспонатов не хватит ни одного музейного фонда в Чебоксарах. Каждая находка археологов в итоге может подобрать ключи к ответам на многие вопросы. Поднятые предметы проходят опись, сортируются и отмечаются на специальном плане раскопок. Свои расчеты историки проводят точно по секторам. За первую неделю работы экспедиция углубилась в прошлое более чем на 100 сантиметров. Уже снято 4 культурных слоя. Кости животных, керамика, части керамики, кирпичи, очень много кирпичей. А индивидуальные находки – это очень, то есть ценные находки, которые могут, и редкие находки, которые могут рассказать о чем-нибудь. Например, то есть нашли мы, грубо говоря, вот пломбу свинцовую, и с помощью нивелира, вон стоит нивелир, мы с помощью рейки измеряем глубину залегания находки и расстояние относительно стенок и помечаем его на план. И с помощью линейки мы отмеряем, то есть вот, длину, расстояние, длину относительно стенок и помечаем его уже на плане, то есть где находится, вот, например, данная находка. Это пуговица, монета вот, 1870 года. То есть, ну это понятно, что в это время тут уже были постройки, но с помощью вот монеты можно уже абсолютно точно сказать, что вот в это время вот что-то здесь было. Вот. Это кусок керамики, блюдце, наверное, всего. Вот даже есть фабрика Кузнецова. Вот. То есть место производства. То есть есть клеймо. Да, есть клеймо. Территорию раскопок археологи обнаружили сначала на архивных фото. Вот это место, засыпанное кирпичом. В Чебоксарах, возле типографии, уже около года лежит, с каждым днем теряя годность, куча железного лома. Позаботится ли кто-нибудь прибрать это железо и направить его на соответствующие заводы? На этом снимке парад рабочих 1918 года. Стрелкой показан западный пристрой земской управы. Цокольный этаж этого дома сохранился, и именно здесь сейчас работает первая городская больница имени Петра Осипова. В конце 19-го, начале 20 века вот мы как раз стоим перед фундаментом Чебоксарской уездной земской управы. Это был орган местного самоуправления земского в дореволюционной России. То есть они заведовали, ну, в какой-то мере медициной, земскими школами, статистику вели, раскладки повинностей делали по земству. Очень важный был орган управления на самом деле в то время. И мы здесь видим остатки фундамента на известковом растворе с использованием песчаника, бутового камня. Мы видим, что частично этот фундамент был разобран при строительстве больницы. Надо сказать, что это здание сгорело в 1923 году. И, видимо, цокольный кирпичный этаж был разобран. Кстати, здесь мы нашли деревянную часть. Здесь огромная балка была с коваными гвоздями внутри. Здание земской управы сгорело при пожаре в 1922 году. И именно на ее месте в 1930-м была построена первая городская больница. Здесь находят монеты 1870 года, форменные пуговицы, предметы быта той эпохи, торгово-свинцовые пломбы, посуду из разных веков. В этом квартале были питейные заведения, кабаки. А совсем в ранний период истории города, в 16-17 веке, когда был построен деревянный Кремль, это была административная часть. Возможно, здесь жили стрельцы.
Ну, мы, естественно, карт на тот период не имеем. Понятно, фотографий тогда не было. Письменные источники очень малочисленны. И только археология может восстановить это далекое прошлое. А уж совсем в мечтах это в более ранний период, до присоединения края к России, что здесь было понять. Подобные экспедиции как раз и помогают археологам изучить более ранние периоды. В помощь историкам карты, фотоснимки и архивные документы. Уже сейчас за неделю работы здесь порядка 3-4 тысяч находок массовых. Никакой музей такое количество массовых находок не берет. Сейчас в России большая проблема, нужны депозитарии для хранения массовых археологических находок. Вот в Казани будет строиться такой. Мы пока таком можем только мечтать. Раскопки продлятся до конца октября. Цель археологов – углубиться дальше в культурные слои и найти новые факты об истории города. Дмитрий Ковалев и Николай Скворцов. Республика.